Сегодня пройдем тренинг на тему постановка задач методом SMART. Сразу скажу, что это не какая-то золотая пилюля, которая вам поможет быстро достигать цели или прям вовремя все задачи выполнять. Это просто форма правильной постановки целей. То есть это такой инструмент, который вам поможет облегчить достижение той или иной цели или упростит, да, метод достижения этой цели, какую-то работу вашу упростит. Перед тем, как начать тренинг, я бы хотела с вами провести такую мини-игру. Для этого я хочу раздать вам каждый по одной бумаге. И Фирдавс себе тоже возьмите. Себе тоже возьмите. У каждого есть, да, уже бумага А4. Теперь смотрите. Все можете смотреть на меня или повторять, как вы считаете нужным. Берем бумагу и прям ровно с половины делим ее, да, напополам, но не вырываем ничего, не срываем, не вырезаем. Вот в такой форме. Дальнейшее здесь я не буду показывать, вы тоже повторяйте сами. Опять же, эту бумагу делим опять на равные части, середины. Yani ki qad mekunем, да, як бори дигар буам хел. Да, да. Можете спрятать, можете не прятать. Да. Просто я прячу, чтобы мои действия не видели. 3 раза. Один раз делим напополам, второй раз делаем, она становится меньше, третий раз совсем маленький кубик получается, да? Или что это? Или квадрат, или что? Теперь нам необходимо сделать 3 дырки в этой бумаге, но именно в тех сторонах, где она не открыта, где части бумаги не открыты. В закрытых частях, да. Те, кто сделал, могут поднять руку, чтобы я видела, что вы готовы уже. Ага, молодцы, молодцы. Все? Окей, Аслидин? Почти? Хотя это, если открыть бумагу, несколько дырок будет. Да? Хорошо. И теперь, если кто сделал, давайте поднимем бумаги и раскроем. И покажем, у кого как получилось. У каждого, у кого-то аж 9-12 дырок. У кого-то не одной, у кого-то маленькие дырочки, у кого-то большие. Ага. Вот если тут, к примеру, 15 человек сидят или 20, да? У каждого дырки по-разному получились. Вы заметили, да? Вот посмотрели друг на друга. Кто мне скажет, почему так вышло? Я всем давала одинаковую, можно сказать, команду. Всем объясняла одинаково. Но у всех получилось по-разному. Каждый интерпретирует по-своему. Каждый интерпретирует по-своему. Еще что? Что случилось вот в этом моменте, что каждый принял по-своему информацию? Вы просто не указали, знаете, в какой момент как это нужно сделать. Ага, правильно, Сардар, спасибо. Спасибо, спасибо. Своим ходом. Спасибо, спасибо. Еще что? Не было, каждый принимал по-своему, да, у каждого свое видение. Я не указала конкретику, что делать, да, именно какой размер, как подобрать. И я не показывала, да, визуализации не было. Вот я спрятала бумагу и делала по-своему. И вы не видите, как я делала, только объясняла. И правильно, что каждый делает по-своему. Каждый воспринимает информацию по-своему. Так и в рабочей среде у нас. Когда мы работаем в команде, когда у нас есть одна общая цель, одна общая задача, но каждый член команды воспринимает шаги реализации идеи, видит конечную цель по-своему. И чтобы достичь одинакового результата, да, эффективности выполнения той или иной задачи, необходима конкретика. Как Сардар сказал, что конкретики с моей стороны не было. Я не сказала, какого размера дырочки должны быть. Я не сказала, что дырки должны быть, как бы, да, бумагу нужно оторвать. Или, как я сказала, как хотите сделать дырочки. Кто-то пробовал ключом, кто-то пробовал зубами, да, вырвать эти дырки. Кто-то вообще не сделал эти дырки, да, не понял, как делать. То есть в команде каждый воспринимает информацию по-своему. Это не означает, что кто-то способный, а кто-то не способен, да, или кто-то эффективно работает, а у кого-то не получается работать, да. То есть это зависит от того, как подана задача, в каком формате, и кто как ее воспринимает. То есть каждый воспринимает по-своему. У каждого свой креатив, у каждого свой подход, и чтобы вот эта конечная цель была эффективной, и задачи были достижимы, необходима конкретизация. И в этой конкретизации нам помогает SMART метод. Метод постановки задач SMART. Кто-либо из вас слышал про этот метод? Для чего он нужен? Я просто хочу узнать информацию, кто
что знает. Вообще, само слово smart что означает? Слышали об этом? Это аббревиатура. Аббревиатура. Еще есть смарт-часы, да? Умные часы, умные. Дословный перевод умный. Также, как я правильно сказала, что это аббревиатура, да? Этот метод помогает нам, то есть, как я вначале сказала, это не какая-то золотая пилюля, которая поможет, которая скажет, что да, вот эта твоя цель будет достижима. Это такая форма изложения процессов достижения ваших целей, то есть процесс достижения ваших задач, да? То есть, вообще, зачем цель нужна нам? Давайте начнем с этого, что у каждого из нас в личной жизни и даже в рабочей сфере, да, в команде есть какая-то общая цель. Для чего она нужна? Что такое цель в целом? Я хочу знать сначала ваше мнение. Угу. Как наши амбиции? Наши амбиции – это как бы жизнь человечества, да, то есть цель. Без цели человечество вообще не может существовать. Спасибо. А вот в рабочей среде почему мы ставим цели какие-то? Для чего они нужны в целом? Мы можем работать и как-то, да, есть процесс работы, мы работаем над этими процессами. А для чего нужна цель конкретная? Чтобы результат был. Это еще помогает. Чтобы все двигались в одном направлении. Это еще помогает мониторить. Там, мы ставим промежуточные цели, чтобы достичь каких-то больших целей. И самое основное, все, что вы сказали, это все правильно. Самое основное – это улучшение чего-то, да? То есть ставятся цели для того, чтобы… То есть вот вся направление в сторону цели – это вот деятельность человека по улучшению какого-либо состояния. То есть, да, мы можем обслуживать клиента, мы можем быть такими же, как 5 лет назад, но чтобы мы были конкурентоспособны, чтобы мы улучшались с каждым днем. Мы как Алиф, и мы как каждая личность в этом банке, да, в Алифе, то есть для нас очень важно ставить какие-то конкретные цели, чтобы мы с каждым днем становились лучше и улучшали свой процесс работы. То есть если мне очень нравится этот ежик, больше часть напоминает мне саму, когда опускаются руки, и у тебя что-то не получается, говорят, если у тебя не получается, то ляг и лежи направляй этой цели. То есть в любом случае у тебя есть внутренние задачи свои, что ты должен достичь ту или иную цель, ты по-любому к этому придешь, если у тебя есть желание, в первую очередь, да? И давайте перейдем уже к самому инструменту. Как я Яслин указал правильно, то, что это аббревиатура, да? Что такое SMART? Да? Первая буква означает то, что цель, когда мы ставим задачу или цель, она должна быть конкретная, да? Конкретизировать эту цель. К примеру, мы хотим, то есть у нас есть какое-то желание, цель, посещать фитнес-центр, да? Но что именно мы хотим получить от этого фитнес-центра? Мы хотим посещать какой-то бассейн, да, купаться. Мы хотим заниматься йогой. Мы хотим похудеть, и мы идем в фитнес-зал, да? Или же просто мы хотим там быть модными и там прокачать себя, или же какие-то селфи сделать и показать другим, да? То есть если мы ставим перед собой задачу, мы должны конкретизировать ее, да? Что именно мы хотим сделать? Какой будет первый шаг? Если у нас есть задача посещения фитнес-центра или оздоровительного центра, то с какой целью? Похудеть, там, расслабиться, да, заняться йогой, или же купаться, да, чтобы там какие-то физические свои данные улучшить, или просто отдохнуть после рабочего дня. То есть какая цель у нас? Что движет нами? Цель должна быть четкая и конкретная. То, что Сардор сказал, когда я объясняла, я не конкретизировала, да, всю ситуацию, как делать, что делать. И измеримость. Пример с этой бумагой. Я не сказала, какого размера должны быть дырочки. Да? Когда мы ставим цель, мы должны в количественном формате указать. Да? К примеру, я хочу научиться говорить на английском. Да? Но сколько слов я хочу выучить? Какая конкретно именно у меня цель? Я хочу сдать TOEFL, я хочу сдать IELTS, или я просто хочу для себя научиться там разговорной речи, да, английской. То есть конкретно для себя знать. Почему многие цели не достигают? Потому что нет конкретизации. Что именно я хочу, да? Для чего я это хочу? С какое количество достижений должно, какой результат должен быть в конце, чтобы я могла измерить, чтобы я смогла понять, достигла я этого или же нет. Да? И, соответственно, следующее, именно достижимость с моей стороны. Смогу ли я, да, или же команда, которая ставит перед собой цель, с использованием внутренних ресурсов, сможет ли команда достичь ту или иную цель, да, имея какой-то опыт, какой-то навык, какие-то знания.
Если я понимаю, что да, для достижения той или иной цели у меня готова почва, да, первого шага, но нет, не вижу другой почты, у меня нет другой почты, я могу привлечь извне помощь. То есть я могу обращаться к коллегам, или если у меня не хватает знаний по английскому языку, я могу что сделать? Я могу обращаться к каким-то репетиторам, которые помогут мне улучшить мои навыки английского языка. Да? То есть используя в первую очередь достигаемость изменяется тем, что мы используем свои внутренние ресурсы, рассчитываем сначала на свои внутренние ресурсы, смотрим на себя, что мы сможем сделать для достижения той или иной цели, а затем, если не получается улучшать свои навыки и знания, да, почему говорят, что когда ставится сложная цель, человек улучшается, да, в процессе выполнения, потому что он приобретает новые навыки. Тем самым, когда мы рассчитываем на достигаемость той или иной цели, мы сначала смотрим на внутренние ресурсы, наши знания, опыт, навыки, которые есть. Затем мы учимся у других, приобретаем новые навыки. И также привлекаем других, да, в помощь для достижения цели. Когда мы работаем в команде, цель почему достигается быстрее? Потому что есть несколько людей, которые имеют опыт в той или иной сфере. Да? Почему именно, к примеру, если в команде маркетинга, если бы не было вот этих, у вас кто, дизайнеры, да, например, есть копирайтер, который пишет текст. Если бы не было одного копирайтера, было бы сложно сделать одну качественную публикацию. Потому что есть дизайнер, есть те, кто снимают, да, видеомейкеры, но нет человека, который смог бы красиво донести эту информацию до публики, да, чтобы это было, текст был привлекательным. То есть, если в команде мы работаем, соответственно, вот это все достигается. Но если посмотреть с точки зрения личностного роста, если мы ставим личные цели, то, соответственно, если у нас у самих не хватает навыков и знаний, мы можем привлекать других в помощь или же приобретать эти навыки и знания в процессе достижения цели, чтобы становиться лучше и в конечном результате смогли достичь ту или иную цель. И, соответственно, когда мы ставим какую-то задачу, какую-то цель, даже для личностного роста, да, в личном характере или же в команде, эта задача должна быть актуальной. То есть, что для вас актуальность? Что вы понимаете под актуальностью той или иной задачи или цели? Ну, программистов это новые технологии. Новые технологии, да, соответствовать, к примеру, этим стандартам. Или же, в моем примере, да, к примеру, если я работаю специалистом по улучшению знаний сотрудников, то я должна приобретать те знания, которые актуальны для моей работы. Да? К примеру, если я пойду выучу какие-то языки, то я должна знать, что насколько мои знания будут востребованы в моей сфере. Да? То же самое, когда мы ставим командные задачи, мы должны исходить с точки зрения компании, да, с точки зрения актуальности того или иного вопроса для компании. Если мы хотим обучить какой-то член нашей команды, будет ли это полезно для рабочих процессов нашей организации, да? Или же если мы ставим какую-то цель, насколько достижение этой цели улучшит рабочие процессы нашей организации. То есть, когда мы ставим цели, первое, что было у нас? Можем вспомнить? Специфик. То есть, мы должны конкретизировать цель. Ага. Измеримость. Мы должны количество знать. Мы должны четко ставить для себя какие-то цифры. Да? Какое количество должно быть, какой результат должен быть, в каком количестве, чтобы он должен быть измеримым. Достижимость, да? Учитывая внутренние ресурсы, учитывая навыки, также приобретая в процессе реализации задач какие-то навыки, какие-то необходимые знания. И актуальность, да? И в личном характере, также в команде вы должны исходить с точки зрения актуальности выбранной задачи, актуальности той или иной темы. И самое последнее, должен быть выбран какое-то определенное количество времени. Да? То есть, если нет четкого дедлайна, если нет четко выбранной даты, то мы не сможем соответствовать. Это очень трудно, когда мы сами ставим себе какие-то дедлайны, да? Мы больше отталкиваемся от того, что необходимо больше времени самому себе дать, да? Мы не хотим выйти из зоны комфорта, мы больше позволяем себе давать какое-то, да, время, но самое как говорят, студент учится перед экзаменом, у нас также, да, перед дедлайном все горит, и мы все делаем только вот по дедлайну, да, вот дата что, там, мы тогда будет спорим. Но до этого раньше мы не можем это знать. Почему? Потому что нам трудно выйти из зоны комфорта. Но если есть какая-то цель, и нам необходимо достижение этой цели в той или иной степени, той или иной датой, лучше бы было, чтобы мы ставили для себя изначально ограниченное количество времени. Так лучше и эффективнее получать, достигать ту или иную цель, и результативность становится больше. И самое важное, какие преимущества вообще есть у этого метода? Первое, то, что мы визуализируем это. Если у нас есть форма, да, то, что вот, да, цель должна быть
конкретной, измеримой, да, актуальной и другое. Когда мы видим, как карта, да, когда мы видим, какие моменты мы должны учесть, нам будет легче это все. Если я бы показала, визуализировала, как я это делала, да, к примеру, возможно, бы у многих бы получилось одинаково. Вот эта форма бумаги, да? Но из-за того, что вы не видели, визуализации не было, вам было сложно понять конкретную цель. Почему многие, да, вот когда по отделам проходишься, у каждого отдела есть своя доска, и там пишут, рисуют, да, какие-то формы, какие-то... Если мы зайдем, мы сами этого не понимаем. Но команда сама визуализирует, они понимают, о чем идет речь. Поэтому очень важна визуализация в процессе работы. Вот Smart помогает. Как карта, он дает направление, да, какие точки в реализации той или иной задачи учесть, чтобы эту задачу достигать эффективнее и быстрее. Также Smart поможет нам в планировании. Да? То есть мы конкретизацию делаем, мы говорим, какое количество должно быть, какой результат должен быть. И, соответственно, когда мы ставим дедлайн себе, ограничиваем время, планирование дается намного легче. Да? Почему вот мы каждый день приходим, отчитываемся себе, отчитываемся руководству, что вот это было выполнено, вот это было не выполнено. Да? Это не с той целью, чтобы контролировать себя или контролировать наших подопечных. Это делается именно для того, чтобы планирование было пошагово. Да? То есть мы понимаем, что первый шаг выполнен, переходим к другому, и лишь достижение поэтапное достижение каждой цели. И третье, то, что, какое преимущество есть у данного метода, это когда есть дедлайн, и вы рассчитываете на этот дедлайн, но из-за того, что ваше время лично для себя ограничено, вы быстрее достигаете результата. Вы быстрее и эффективнее достигаете того или иного результата, потому что у вас есть визуализация, вы видите, в каком направлении вам нужно работать, есть инструмент, вы быстрее достигаете результата. И, соответственно, когда есть какой-то шаг выполненный в той или иной задаче, у вас больше появляется мотивация. Например, когда если я провожу какой-то анализ, и я себе ставлю очень мало времени, за это короткий срок я провожу быстрые исследования, опросы какие-то, я когда вижу результат, когда есть у меня в руках уже данные, у меня появляется мотивация визуализировать эти данные. То есть я понимаю, что да, какая-то работа была проделана. Например, если я должна дойти от точки, к примеру, от Алиф-банка до какого-то направления, до аэропорта, если я достигаю половину дороги, я понимаю, что да, вот такой короткий промежуток дороги у меня остался, и у меня есть мотивация к тому, что какая-то часть уже моей цели достигнута. И я уже вижу эту достигнутую цель, я вижу результат, соответственно, появляется у меня мотивация больше и больше работать над этим и улучшать себя. То есть, опять же, вернемся к тому, что если мы в процессе выполнения задач сталкиваемся с трудностями, но в процессе выполнения мы улучшаем свои навыки, да, когда есть достижимость, когда мы рассчитываем на свою достигаемость, мы улучшаем свои знания и навыки. Мы приобретаем навыки посредством работы с другой командой, с членами команды, в которой работаем. Соответственно, у нас становится больше мотивации, и, соответственно, мы улучшаемся с каждым днем. На этом у меня все. Спасибо за ваше присутствие, спасибо, что поддержали, пришли. Для меня очень важно это.